Добрый вечер. В прямом эфире новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова, и коротко о главных событиях этого дня. Татарстанское искусство теряет молодые кадры. Они уже возвращаться в Казань не будут. Потому что здесь вакуум. О последствиях закрытия московского филиала художественного института имени Сурикова в Казани. Салават Ахмадуллин. Пицца сборная, здание разборное. Мы сразу выходили и ели, особенно после физкультуры мы могли сюда зайти и поесть. О том, почему здание на улице Калинина сравняли с землей, узнал Сергей Хайдаров. Травма для травматологии. Это если объединять вообще, там будет каша, мне кажется. К чему приведет объединение травмпунктов Кировского и Московского районов, выясняла Александра Севастьянова. О мусорной реформе за круглым столом. Я первый раз сегодня услышал об этом. Куда поедут большие мусоровозы и какие еще грандиозные изменения грядут, узнал Дмитрий Аренин. Как экономить энергию и направить сэкономленные на развитие? Об этом сегодня говорят в Москве на самом высоком уровне. Здесь стартовал Международный энергетический форум. Участвует и татарстанская делегация. Чем привлекает Татарстан инвесторов и партнеров? Репортажи нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалеевой. Форуму «Перезагрузка», проводимый в течение последней пятилетки, с этого года зажил новой жизнью. Под свое крыло энергофорум взял Владимир Путин. И теперь список участников дискуссии на главной энергетической площадке страны самый представительный. Сегодня тут в гостях и президент Венесуэлы. На форуме у Республики Татарстан единая выставочная площадка. Внимание посетителей привлекает вот этот светящийся куб. Как реклама компании, которая изготавливает осветительные приборы любого размера. Но что важно, питаются они всегда от одного источника питания. Одновременно на энергетическом форуме профильные компании Татарстана представили свои прорывные проекты. Например, вот этот от Нижнекамскнефтехим. Речь о производстве пластиков. Сотрудники предприятия с удовольствием говорят о его энергоэффективности. То есть доля энергозатрат в себестоимости пластиков составляет 1,35%. Это очень низкая доля. Представлены на стенде республики и другие предприятия группы компаний «Таиф» и проекты «Татнефть» и компании «Татэнерго». Форум посвящен энергоэффективности и теме конкурентности в сфере в ближайшем будущем. Об экономии только уже времени говорит и вице-премьер Аркадий Дворкович, открывая панельное заседание. Речь об оперативных задачах и перспективах для правительства. Взять простой пример – шинную продукцию. У нас неплохие шинные заводы в России, но значительная часть сырья – это все равно зарубежные компоненты. У нас есть четкий план действий. Это сигнал для рынка о том, каковы приоритеты правительства и что мы будем поддерживать. О том, что в Татарстане также есть своя стратегия развития энергетического и нефтегазового комплекса, говорит Рустам Минниханов. Президента Татарстана просит обозначить точки роста в сфере для республики. Важность сегодняшнего диалога для себя президент Татарстана подчеркивает, делая фото для своих соцсетей. Мы построили самый современный завод, который построен в городе Нижнекамск-Станека. И уже в ближайшее время будем запускать следующую установку на 6 миллионов тонн. В целом республика будет перерабатывать не менее 23 миллионов тонн нефти. И у группы компаний «Таиф» еще большая задача запустить комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. То есть у нас глубина будет 98%. Собравшиеся не удержались и спросили Рустама Минниханова, как республика умудряется находить столько хороших и долговечных партнеров. Президент Татарстана пошутил: мы стараемся быть надежными, держать свое слово, а людям это нравится. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. За телефонные атаки уголовная ответственность. Правоохранительные органы возбудили более 100 уголовных дел после атаки телефонных террористов на Казань. По статье заведомо ложное сообщение. Напомню, вчера из-за них по всей столице прошла массовая эвакуация. После анонимных звонков на выход попросили Госсовет, Кабмин, вузы, школы, аэропорты и торговые центры. Всего на улице оказались свыше 60 тысяч человек. Сегодня звонящие переключились на Челябинск. Кроме мэрии, резиденции губернатора и министерств, волна звонков коснулась и школ. В Татарстане для мусора напишут Конституцию. С ней республика войдет в мусорную реформу или даже, как говорят, целую революцию. Она начнется в 2019 году. Планы сегодня обсуждали в Арске. Что стало сюрпризом для местного главы района, расскажет Дмитрий Аренин.
Полагаем, что дальнейших переносов сроков уже не будет. Час Х для России должен наступить 1 января 2019 года. С этого времени мусор в стране будет циркулировать по новым правилам. В частности, в субъектах всеми мусорными делами будут заведовать региональные операторы, крупные компании, которые должны взять в помощники более мелких бизнесменов. Люди, которые долгие годы работали, практически поддерживали чистоту и порядок, они должны оставаться на своих местах. Перемещаться все отходы будут согласно территориальной схемы, документы, которые в Татарстане предстоит написать. Территориальная схема все должно предусмотреть, потому что это основной документ, по нему будет работать дальше. Да. Так в республике хотят построить 5 крупных мусорных полигонов, куда из разных районов будут свозиться и перерабатываться отходы. Те пищевые отходы, которые у нас образуются, они вполне из них может быть получен либо компост, либо дигестат. Один из таких полигонов по плану Минстроя хотят построить в Арском районе. Для местного главы это стало полной неожиданностью. Я первый раз сегодня услышал об этом. Мы объявим публичное слушание, мы будем работать с населением, объяснять. Если нам действительно необходим этот полигон, то придется его построить. Новые мусорные полигоны, по сути, должны стать многопрофильными экологическими технопарками. На одном из них хотят даже утилизировать батарейки. Чтобы не возить эти отходы в Челябинск, на единственный завод в стране, который сейчас имеется, можно эту работу организовать у себя. Все задумки еще предстоит доработать и утвердить с учетом мнения общественности. Помочь во всем разобраться призвана и электронная модель мусорной карты Татарстана. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Арск. Пустые мольберты и засохшие кисти. Казанский филиал художественного института имени Сурикова закрыт. Сегодня приказ зачитали коллективу. Студентов отправляют доучиваться в Москву, а педагогов на биржу. Почему высокое искусство республики оказалось ненужным, разбирался Салават Мухаммадуллин. Засохшая краска на палитре уже никогда не заиграет яркими цветами в этих стенах, а мольберт так и останется пустовать. Казанский филиал художественного института имени Сурикова закрывается, студенты пакуют чемоданы в Белокаменную, а преподаватели выходят на биржу труда. Постановили признать дальнейшее функционирование филиала МГХ имени Сурикова в городе Казани нерентабельны. Это выписка из протокола решения ректората Московского института. С ней сегодня ознакомили сотрудников. У нас завтра экзамены, просмотр по летней практике. А уже послезавтра чемодан, вокзал Москва. А Элита Шарафиева ломает голову, как перевести туда десятки своих работ. По ее словам, слухи о закрытии были уже давно, но решение все равно оказалось неожиданным. Преподаватели так говорили, что вот вас переведут, может даже с начала года. Ну, это слухи. Переезжают в Москву 19 студентов, а больше и нет. Уже 4 года в институте не было набора. Тогда же поменялся учредитель. Он перешел под крыло Минкульта России. С новыми хозяевами Казанский МГХИ остался без финансирования. Действующие студенты обучались уже на средства республики. Мы перешли как подразделение института в Министерство культуры нового учредителя без финансирования. Но я должен сказать, что благодаря Республике Татарстан мы доучиваем наших студентов. Как мы взяли на себя обязательства, так мы и выполняем. О закрытии художественного института татарстанский Минкульт московские коллеги, похоже, решили не предупреждать. По состоянию на 3 октября 2017 года уведомление Министерства культуры Российской Федерации о проведении ученого совета, на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе казанского филиала, в Министерство культуры Татарстана не поступало. С оттоком кадров мастера кисти уже подняли вопрос о будущем татарской художественной школы. Просто может исчезнуть. Училище будет выпускать для Москвы и Санкт-Петербурга. Значит, союз потихонечку будет разваливаться. Как динозавры уходили. В помощь татарской школе должен прийти Институт культуры. С этого года на его базе открылся факультет художественной культуры. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А здесь не закрывают, а объединяют. В Казани сразу несколько медучреждений станут одним целым. Так детей поселка Дербышки, которые сейчас обслуживаются в 8-й поликлинике, прикрепят к 6-й. Под крышей 16-й больницы окажется госпиталь ветеранов войн, травмпункты Кировского и Московского районов. Почему такая реорганизация насторожила жителей, выясняла Александра Севастьянова. Травмпункт Кировского района в среднем за год обслуживает 9,5 тысяч пациентов, а это примерно 27-30 тысяч приемов. Штат специалистов небольшой. Зачастую возникают очереди, порой ждут и по 1,5 часа. Народу обычно, в принципе, бывает много, но я думаю, что это связано не с тем, что врачи что-то не успевают. Нет. На самом деле дело в том, что просто реально много людей.
Адель Сентябрьский с переломом руки в Кировский травмпункт обратился по прописке. Сам живет в Залесном. На прием ходит раз в неделю. Люди здесь есть всегда, поток плотный. Если объединить, очередь станет больше, опасаются пациенты. Все равно и перевязки, и гипс накладывают, все равно очередь неизбежна. А если объединять, это, наверное, еще хуже будет. Ни в коем случае. Это если объединят, вообще там будет каша, мне кажется. Там вообще не попадешь на прием. Но пациентов успокаивают специалисты. В новом месте и места хватит, и среди врачей сокращений не будет. Кроме того, 16-я горбольница может оказывать более широкий перечень услуг. Условно, под одной крышей травматологи, сосудистые хирурги, возможность экстренной госпитализации. При необходимости сразу можно госпитализироваться в травматологическое отделение, которое находится на базе 16-й городской больницы. И также наоборот, когда выписываются 16-й городской больницы, то есть они наблюдаются в травмпункте. Здесь преемственность. Травмпункт, стационар, травмпункт и реабилитация. Тут все вместе. Под травмпункт 16-й горбольницы выделят целый этаж. Это 600 квадратных метров. 2 рентгенаппарата, УЗИ-оборудование. По словам главного врача, когда конкретно начнется объединение, пока неизвестно. Обнадеживают уже скоро. Александр Севастьянов, Марат Зайдуллин, Андер Сентальцев, ТНВ, Казань. Работали несколько лет, а исчезли за считанные минуты. Сегодня в Казани по решению суда снесли одно из зданий по улице Калинина. Как выяснилось, оно было возведено незаконно. Почему с этим категорически не согласились местные жители, разузнал Сергей Хайдаров. Для сотен прохожих такая картина на Калинина стала неожиданностью. Пиццерия, которая работала еще вчера, сегодня исчезла под тяжестью экскаватора. Михаил Яо наблюдает за всем с переживанием. Он живет через стенку. О сносе по соседству их никто не предупреждал. Я очень опасаюсь, как бы не разрушили нам. И потом дом все-таки не новый, как бы не повредили. За всем этим наблюдали и владельцы снесенных помещений. Однако признаваться на камеру, кому принадлежит здание, никто не хотел. Просто интересно, что случилось. А нам говорили, что вы владелец. Я? Да. Нет. Огорчил владельцев исполком. Ранее суд постановил, здание не отвечает нормам безопасности, а значит, постройка незаконна. Указанный объект был построен в нарушении всех норм и правил, без получения какой-либо разрешительной документации и, соответственно, без ввода в эксплуатацию. Еще вчера в этом заведении были десятки посетителей, а уже сегодня здесь нет ни окон, ни дверей. Примечательно, что здесь совсем недалеко находится архитектурный университет. И, по словам местных жителей, среди будущих архитекторов здание, которое не соответствует строительным нормам, пользовалось огромной популярностью. Однако долго это место пустовать точно не будет. Что построить на этом месте, пока неизвестно. Одно знаем точно. Новое здание будет соответствовать всем нормам техники безопасности. Мы сразу выходили и ели, особенно после физкультуры. Мы могли сюда зайти и поесть. Еще близко. И довольно вкусно. Демонтажные работы обещают закончить уже сегодня. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, Андер Сентальцев, ТНВ, Казань. Ментимир Шаймиев сегодня встретился с иностранными журналистами. Представители СМИ из Испании, Ливана, Японии, Китая, Швейцарии и Швеции задали вопросы о событиях в жизни Татарстана, о работах в Болгарии и острове Граде-Свияжске, о деятельности фонда «Возрождение». Говоря о настоящем Татарстана и России, госсоветник рассказал, как начинались и как развиваются торговые отношения республики с зарубежными партнерами. Такие вопросы, может и во все времена, а может быть во всяком случае и новой истории России, Татарстана, он представляет определенный интерес. Если бы я так не сказал, вы бы сказали, не так он выразился. Танцевали, пели и даже свистели. Художественно. Ведь для них старость в радость. Сегодня в Казани прошел концерт в честь Дня пожилого человека. В зале пенсионеры. На сцене также представители старшего поколения. Лауреаты фестиваля «Балкыш». Об эмоциях праздника Альбина Солгараева. Это песня о том, что, несмотря на годы, сердце остается молодым. И это, судя по атмосфере за кулисами, действительно так. Пока они поют, поет их душа. Для пожилых граждан и сегодняшний день проводится очень много мероприятий, и спортивные, и культурные, и такие другие общественные досуговые мероприятия проводятся. И по социальной защите наших ветеранов, пожилых граждан очень много программ, государственной программы работает. А вот коллектив из Высокогорского района. Спелись они давно. Им песня «Жить помогает». Да не только она. И спортом занимаемся, и в походы ходим, и на лыжи катаемся, и поем уже около 40 лет.
Сегодня на сцене песни на разных языках, а коллективы из разных районов республики. Все они в своих городах и селах местные звезды, лауреаты и победители фестиваля «Балкаш». Творчество оценили и те, кто сегодня в зале в роли зрителей. Очень понравился концерт, я довольна. Вот я себя чувствую как 20 лет. Главная цель сегодня не просто подарить праздник, но еще и эмоции, чтобы каждый забыл о возрасте, о проблемах и заботах хотя бы на несколько минут. Альбина Слугараева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В 16 лет она уже преподавала немецкий язык для русских солдат. Завтра День учителя отмечает ветеран труда Айсулу Каримова. За ее плечами 35 лет педагогического стажа и несколько поколений выпускников. Теплые слова и поздравления звучали сегодня от родных и бывших учеников. С педагогом с большой буквы познакомилась Алина Бережная. Я очень любила свой предмет. Своими воспоминаниями о работе и школе делится Айсулу Каримова. За 35 лет она научила русскому языку и литературе сотни казанских учеников в нескольких школах города и до сих пор помнит всех своих первых учеников. Я только кончила 10 классов, началась война. 41 год, Сармановская школа. Здесь 16-летняя Айсулу учила немецкому языку русских солдат, которые отправлялись на фронт. После войны пенсионерка переехала в Казань, закончила здесь вуз и устроилась учителем русского языка и литературы в одну из казанских школ. Педагогическая деятельность Айсулу Галеевны закончилась в школе номер 65, где она более 10 лет проработала завучем. Я от души работала. С удовольствием работала, преподавала русский язык и литературу. Настоящий учитель? 94 года. Ну, 94 года вы не перестали быть учителем? Праздник еще не наступил, а цветы и поздравления с Днем учителя педагог принимает уже сегодня. Среди поздравляющих помощник президента Татарстана Лейла Фазлеева и начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин. Мы хотим пожелать своим коллегам, ученики этих учителей продолжат их дело и всегда будут развивать Казанскую педагогическую школу и Татарстанскую педагогическую школу как основу основ образования не только республики, но и Российской Федерации. Но и старую школу в республике не забывают. Слова благодарности с доставкой на дом получат больше полусотни учителей-ветеранов по всему Татарстану. Алина Бережная, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. В путешествие по планетам приглашает Казанский театр юного зрителя. Спектаклем «Маленький принц» сегодня открыли новый театральный сезон. Для главного режиссера Тюза он третий, а для топ-менеджера второй. Что нового они привнесли в жизнь легендарного коллектива и как повлияли на репертуарную политику, выясняла Эльмира Шаймарданова. В этом крыле у нас находится гримерный актеров, кабинет главного художника театра, кабинет главного режиссера. Путешествовать по сказке, написанной Антуаном Сен-Экзюпери, предлагает семейная сказка-притча. Ее автор, режиссер Туфан Имаудинов, весьма смелый, ломающий стереотипы. В этом году готовит две новинки – повести Белкина по Пушкину и «Нос» Гоголя. Главное, чтобы, наверное, само произведение, сам спектакль, он имел какую-то очень глубокую идею. Директор театра, помимо художественной ценности спектакля, должен думать и о финансовых потоках. За год Тюз успел выиграть несколько грантов. За минувший сезон это был грант Министерства культуры. Как лучшее учреждение культуры получил наш театр. Все приходит и уходит в никуда из ничего. Все проходит. Но бесследно не проходит ничего. На моем уже веку, наверное, 10 поколений, если не больше, пришло молодых, юных актеров, и повзрослели, и стали ведущими. Конечно, хочется оставить след, может быть, это громко, но хоть какой-то маленький, нужный, необходимый. В этом году Казанский театр юного зрителя отмечает юбилей 85 лет. Здесь работает труппа, которая единственная в Татарстане получила престижную премию «Золотая маска». Но юбилей придется отмечать в неотремонтированном здании. А философской сказке уже больше 70 лет верят миллионы детей и взрослых. Только те, которые еще помнят, что когда-то были детьми. Эльмира Шаймарданова, Игорь Романов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» презентовал новый проект «Татарстар с европейских сцен» с участием исполнителей, покоривших европейских слушателей. В программе концерта сочинения Дворжика, Шопена и руководителя коллектива Рустема Абязова. Он станет началом нового большого проекта. Сегодня за рубежом учатся и работает много музыкантов, имеющих отношение к Татарстану и Казани.
Самая большая приемная семья в объективе ТНВ сегодня необыкновенная семья из Алексеевска. У Нины Левакиной и Сергея Попова 17 детей, 16 из них приемные. 3 уже успели отправить во взрослую жизнь. Истории их малышей самые разные. Кого-то буквально подкинули под дверь, кого-то в зимнюю стужу нашли на улице, а кто-то и вовсе сам попросился к ним в дом. Как их спасли и почему большая семья – это легко? Лина Зинатуллина. Левакинский союз. Кровный один сын, 17-й. И наши еще родные дети, 16 человек. Слово «приемный» в самой большой приемной семье республики не в ходу. Сегодня Левакинский союз – это мама, папа, 13 дочек и сын Ярик. 3 взрослых детей уже живут отдельно. А пока мы пытаемся выучить, кто есть кто, мама их истории помнит от самого начала. Первый ребенок у нас появился так. Оставили понянчиться и так оставили. Второго ребенка нам под дверь подкинули. Просто мы так тоже его у себя оставили. 3-го ребеночка мы нашли на горке зимой. Вот начинало-то зарождение семьи было такое. 4-го потом там в подвале замерзшего тоже нашли. Как говорит Нина Левакина, трудно было только поначалу, а потом, чем больше детей, тем больше помощников. Мама научила нас картошку печь, газ научила включать сама. То есть мы уже можем это делать самостоятельно. Каждый день за большим столом и уроки, и любимое рисование, и семейные ужины с душевными разговорами. Вместе 16 человек. Мне кажется, это мало. Потому что уже ко всем привыкла. Я очень сильно люблю маму, папу, сестер и брата. Главная радость семьи сейчас первые шаги маленькой Даши. Девочку недавно прооперировали, она смогла встать с инвалидного кресла. Молодец, да. Стесняется. Вот. Стесняется и единственный мальчик, 10-летний Ярик, в семье всего 1,5 года. Читает хорошо, пишет хорошо, а вот математика немножко у него. У нас нет цели, чтобы набрать детей. Детей можно хоть сколько взять. Так получается, понимаете, вот, наверное, Всевышний нам дает. Это наши яблоки, которые я хочу вам вручить, подарить. Спасибо. Чтобы дольше помнили о нас. И без яблок забыть их просто невозможно. Кстати, глядя на родителей, своей большой семьей обзавелся и старший сын Левакиных. У него теперь 6 детей. 4 тоже взяли из дома ребенка. Отныне Левакины – это целая приемная династия Татарстана. Лина Зинатульна, Алина Мингалиева, Александр Лобанов, ТНВ, Алексеевск. Голосуют все. Проект телеканала в объективе ТНВ «Большая семья» выходит на финишную прямую. 2 октября началось голосование среди участников конкурса детских сочинений «Счастье в большинстве». Свои мысли о семейных ценностях прислали больше 200 ребят. 9 из них прошли в финал. Отдать свой голос можно в группе телеканала ВКонтакте. Голосование продлено до полудня 5 октября. Победитель получит телевизор. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До завтра. Дорогие сельчане и труженики перерабатывающей промышленности, спасибо вам за ваш благородный нелегкий труд, за дары полей и ферм, за тепло земли нашей на праздничном столе. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Бургеры и пицца вкусно, бургеры и пицца вкусно, так что не остановиться. Синема кафе, синема кафе, синема кафе, синема кафе. В магазинах «Идеал» новая коллекция «Осень 2017». Обувь из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Только с 15 сентября по 15 ноября 2017 года акции для пенсионеров. Цена на путевку 1500 рублей в сутки с лечением. Санаторий «Ливадия-Казань». В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь.
Sizni tabibqa ko'rinu uchun yozmadilarmi? Kerakmagan dori yozib berdilarmi? Sizning bilan to'pas сөйләштеләрме? Әллә куып чыгардылармы? Алар мөгаен сезнең хукукларыгыз турында бер нәрсә дә белмәгәннәр. Сез үзегез дә унутып җибәргәнсез. Аларга да берни әйтмәгәнсез. Мәҗбүри медицина иминияте полисыгыз ярдәмендә сез түләүсез тикшеренә, диагностика үтә һәм дәвалана аласыз. Полисыгыз сезгә бу хукукларны гарантияли. Хукукларыгыз бузыла икән, полиста күрсәтелгән иминият компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Үз хукукларыгызны белеп торыгыз. Башкалар да белеп калсын. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз. Әлфия Авзаловага багышланган хәтер кичәсе. Сагыну. Катнашалар: Зөһрә Шәрифуллина, Фердинанд Сәләхов, Зөһрә Сәхәриева, Искәндәр Биктахиров, Хәмдүнә Тимергалиева, Шамил Әхмәтҗанов, Зилә Сумратуллина, Газинур Фарухшин, Рима Ибраһимова, Мингол Галиев, Рәшид Сабиров, Зөлфия Хәмҗәвит Шакировлар, Рәсим Низамов, Венера Ганиева, Лилия Муллагалиева, Гөлдания Хайруллина, Сирина Зайнетдинова, Марсель Вагизов, Шулпан Юсупова, Раят Свасихов, Зөлфира Шайдуллина, Флорид Гыйззатуллин, Лилия Хайруллина, Озат Абитов, Гөлсирин Абдуллина, Руслан Кираметдинов. 17 октябрь. Пирамида. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Казани завершился чемпионат мира по ушу. Знаковое событие под эгидой Международной федерации впервые состоялось в России и собрало около 900 лучших спортсменов из 64 стран мира. Этот чемпионат стал самым представительным по количеству стран и участников. Турнир проходил по двум основным дисциплинам: ушу-сянда, контактные поединки, и таолу, демонстрационный вид. По итогам чемпионата в копилке сборной команды России 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. В дисциплине таолу чемпионом стал Владимир Максимов. В свободных поединках саньда в своих весовых категориях первое место завоевали Али Магомедов и Арслан Бектимиров. Единственный представитель татарстанской школы ушу, призер универсиады в Тайбе Ильяс Хуснуддинов, выступая в таолу да ушу, смог показать 8-й результат. Лидерами неофициального медального зачета стали спортсмены из Китая. В их активе 15 золотых наград. Тем временем в Казани начались матчи первенства России по регби. В соревнованиях участвует 7 команд. Сборная Татарстана играет в первой подгруппе. На предварительном этапе ее соперниками станут команды Енисей СТМ из Красноярска и Москвы. Во второй группе команды Красный Яр, сборные Санкт-Петербурга и Московской и Пензенской областей. В составе сборной Татарстана 25 человек. Тренерский штаб представляют Павел Калашкин и Ренат Шамсуддинов. Они привлекли к играм первенства России воспитанников 3 спортивных школ. Очередная игра сборной Татарстана пройдет завтра с красноярской командой Енисей СТМ. И в завершении к новостям интеллектуального вида спорта. Карина Амбарцумова завоевала бронзу чемпионата России по быстрым шахматам. Соревнования прошли в городе Сочи по швейцарской системе в 11 туров. Спортсменка республики, выпускница школы имени Нажмединова, международный гроссмейстер Карина Амбарцумова одержала 6 побед, 4 партии завершила вничью и потерпела 1 поражение. Таким образом, она набрала 8 очков и по дополнительным показателям заняла 3-е место. Всего в соревнованиях приняло участие 62 шахматистки. Среди участниц было 9 международных гроссмейстеров, 13 международных мастеров и 15 мастеров ФИДЕ. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль ДМ Мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температура в республике немного повысится, а осадки по-прежнему не ожидаются. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке республики будет облачно, но осадки будут маловероятны. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, днем же будет до +8. На северо-востоке пасмурно, без осадков, ночью +1, днем же до 9 градусов тепла. На севере Татарстана облачно, но осадки не ожидаются. Температура воздуха в ночные часы составит до 1 градуса тепла, днем будет +9 градусов.
На северо-западе республики облачно, но сухо. Ночью +1, днем до 10 градусов тепла. На юго-западе республики ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем же будет +11 градусов. В центральном районе республики будет пасмурно, но без осадков. Ночью до 1 градуса тепла, днем же до +10. В последующие сутки в республике ожидаются осадки. В предстоящие сутки в Казани будет облачно, но без осадков. Ночью до 1 градуса тепла, днем же до +11. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.